Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурлунду Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу вам о выступлении наших паралимпийцев на зимних играх паралимпийцев «Мы вместе спорт». Проходили эти игры в Ханты-Мансийске. Кроме российской сборной, в этих играх участвовали сборные из Белоруссии, Казахстана, Армении и Таджикистана. Вы помните, что нашу сборную отстранили уже по приезду в Пекин от участия в Олимпийских играх. И от нашей республики участвовали в этих играх в Ханты-Мансийске двое спортсменов. Это Иван Голубков и Мария Ивлева. Хочу сказать, что Иван Голубков оправдал наши самые смелые надежды. Он завоевал 6 наград, 4 золотых и 2 серебряных, то есть выступил блестяще. С чем мы все искренне Ивана поздравляем. Иван, так держать. Хочу сказать, что Иван Юрьевич невероятно сильный, выносливый и удачливый спортсмен. Ну, конечно, удача это для спорта очень важно, но без таланта именно работать над собой, без таланта преодолевать самого себя, удачи в спорте никогда не достигнуть. Поэтому Иван в этом отношении, конечно же, очень трудолюбивый, талантливый и удачливый спортсмен. Он в этом году одержал на чемпионате мира досрочную победу, стал в очередной раз, вообще он уже имеет 6 золотых наград на чемпионате мира. Так вот, в этом году, в январе, в Норвегии, он стал досрочным чемпионом мира. И это, конечно, украшение паралимпийского спорта России и, конечно, Республики Коми. Ну, еще раз поздравляем Ивана Юрьевича и, конечно, желаем всем спортсменам Республики Коми вот таких блестящих побед. Еще одна новость. Республиканский онкодиспансер стал победителем ежегодной премии «Будем жить». Она вручается по инициативе Межрегиональной ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». И наш онкодиспансер получил награду в номинации «Лучшая медицинская организация». Надо отметить, что представители отрасли здравоохранения Республики Коми уже в 3-й раз становятся лауреатами этой важной премии. Ранее победителями становились главный внештатный онколог Минздрава Республики Андрей Галин и главный внештатный детский онколог Республики Андрей Карманов. А на этот раз награда вручается всему коллективу Коми Республиканского онкологического диспансера. Поздравляем сотрудников медицинского учреждения, главного врача Алексея Николаевича Соколова с заслуженной наградой. Огромная вам благодарность от всех и пациентов, и жителей республики за ваш благородный труд. И еще несколько слов об онкологической службе республики. Сегодня это современная медицинская структура, обладающая всей необходимой диагностической, лечебной базой, ну и высокий, конечно же, профессионализм врачей. Деятельность поддерживается правительством Республики Коми, ну и позволяет внедрять весь спектр сегодня. Самый современный спектр лечения онкопациентов – это и хирургия, и лучевая терапия, и химия гормональная, комбинированная и комплексные виды лечения. Ну и, конечно, здесь созданы все условия для успешного лечения новообразований. За год такое лечение получает более 6,5 тысяч пациентов. Надо сказать, что это не только пациенты Республики Коми. В онкодиспансер приезжают на лечение и жители Архангельской области и Пермского края. Еще расскажу сегодня о работе логистического центра. Это очень важно именно сегодня, вот в нынешних непростых геополитических условиях. Такой логистический центр в республике создан 12 марта по поручению министра транспорта Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева.
Для чего он создан? Ну, конечно же, для решения именно в оперативном порядке вопросов логистики. Это очень важно, потому что санкции наших недружественных стран создали очень серьезные проблемы по доставке сырья, по отгрузке уже готовой продукции. И сегодня этот центр работает действительно в таком круглосуточном режиме. И вот за этот небольшой период, с 12 марта, мы уже добились очень серьезных успехов. Ну, во-первых, приняты меры по налаживанию процессов доставки химикатов для Мондиес ЛПК. Это очень важно, потому что в противном случае либо надо было снижать объемы, либо вообще останавливать предприятие. Вы представляете, какое количество людей работает на предприятии. Поэтому, конечно, вот логистика в этом смысле очень важна именно для сохранения рабочих мест, ну и, соответственно, всего дальше социума, и выплата заработной платы, и отгрузка продукции готовой, и налоги в бюджет республики. Ну, кроме того, уже вот от работы логистического центра сняты ограничения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспорта до 1 апреля для перевозки готовой продукции системообразующих предприятий, ну и для доставки сырья. Опять же, для того, чтобы нам ни в коем случае не остановить наши предприятия. Прорабатывается вопрос по обеспечению регионального авиаперевозчика Коми Авиатранс необходимыми запчастями и комплектующими. Почему? Потому что, вы знаете, у нас в том числе в составе авиационного парка самолеты Л-410, это чешские самолеты, соответственно, им нужны запчасти именно из стран, которые сегодня, к сожалению, оказались недружественные. Ну и по вашей просьбе, уважаемые жители республики, мы возобновили с 24 марта движение скорого поезда Сыктывкар-Усинск-Сыктывкар. Ну, в режиме работать он будет через день, этот поезд, но тем не менее об этом вы меня лично просили. И еще несколько слов об эпидобстановке. Мы наконец-то начали серьезное снижение. Вот после нескольких, ну по сути, наверное, недель, когда мы стояли, чуть-чуть снизившись, все-таки стояли на уровне отметки 300. Это была, в общем, такая достаточно непростая ситуация. Сегодня мы снизились за сутки на 188 случаев, вчера было 283, то есть это, в общем, такое серьезное снижение. Тем не менее, пока еще все-таки высокий уровень заболеваемости в городах, это Сыктывкар, Ухта, ну и еще есть в Кайгородке у нас, в Кайгородском районе тоже достаточно высокий для района уровень заболеваемости. По коечному фонду мы также сокращаем коечный фонд очень активно. Ну, например, сегодня сократили 100 коек в Коми республиканской клинической больнице. И это последние 100 коек ковидные. То есть мы с завтрашнего дня начинаем больницу готовить уже к плановому приему пациентов в полном объеме. По занятым койкам у нас занято 570 коек, развернуто 883, то есть мы баланс сохраняем. На сегодняшний день, уважаемые жители республики, это вся информация. Всего вам самого доброго, берегите друг друга. До следующей встречи.